Доброе утро, Якутия! Вот и наступила долгожданная пятница, на часах 7:00, а значит в эфире «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня нас ждет насыщенный день. Это, конечно же, интересные истории, полезные советы, но и беседа с интересным гостем. Давайте зарядимся позитивом, полезной информацией вместе с нами. Ну а начнем мы, конечно же, с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 18 градусов. В Заречной группе 18-24 выше 0. В южных до 25 градусов тепла. В Вилюйской группе 14-19, Нижнеленских до плюс 22. В западных 19 выше 0. В Колымендигирской группе улусов 13-25, в Янских 15-26. На северо-западе до 20 градусов тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 19 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Ветер 3 метра в секунду. Сегодня днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 24 градусов. Ну а сейчас давайте передадим слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Строительство мостового перехода через Лену в районе Якутска вышло на новый технологический уровень. В настоящее время строительство перешло в активную стадию непосредственно в русле. Как доложил глава Якутии президенту России, завершено устройство свайных фундаментов 8 опор моста, погружено 208 свай. На сегодняшний день кофердам номер 9 закреплен к промежуточной точке Т1 и готов к выводу в проектное положение. Завершаются дноуглубительные работы в месте установки кофердама. В ближайшие дни, в зависимости от погодных условий, он будет выводиться в проектное положение в русло. С начала этого года временную работу получили 612 несовершеннолетних, из них 574 подростка были трудоустроены в период с 1 июня по 15 июля. Трудоустройство подростков является одним из важных направлений госполитики в сфере занятости населения в рамках нацпроекта «Кадры», реализуемого по поручению президента страны. Юные жители республики работают в учреждениях образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, на предприятиях различных отраслей экономики и в муниципальных организациях. Подростки выполняют обязанности разнорабочих, делопроизводителей, помощников специалистов, участвуют в благоустройстве населенных пунктов, экологических и волонтерских проектах, а также приобретают первый опыт трудовой деятельности в сфере обслуживания. В селе Булгур Амгинского района проходит общественно-образовательный форум для глав поселений муниципальных служащих. В двухдневном образовательном интенсиве участники обменяются опытом развития управленческих компетенций и поиска новых решений для развития территорий. Также будут участвовать в проектных сессиях по совместной разработке идей для развития поселений, современным инструментам управления и в работе муниципала, делопроизводства, территориальный маркетинг и другое. В первый день для участников форума провели тренинг знакомства, насыщенная деловая программа. Представители местного самоуправления обменивались опытом, делились успешными практиками и вырабатывали пути решения самых разных проблемных вопросов для улучшения качества жизни в муниципалитетах. Будем погружаться в новые образовательные технологии в части изучения искусственного интеллекта, работы единой системы электронного документооборота, формирования основ стратегического планирования, ну и, конечно же, обмен лучшими практиками. И завтрашний день закончится проектной сессией, где выработают команды какие-то новые предложения для решения своих насущных жизненных проблем. Главная тема 11-го Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке, станет «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Тема форума соотносится с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития макрорегиона до 30 года с прогнозом до 36-го, связанным с улучшением качества жизни людей в регионе. Подготовка документа ведется по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано по итогам ВЭФ прошлого года. По словам вице-премьера, полномоченного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, форум за годы проведения стал одним из ключевых инструментов социально-экономического развития макрорегиона.
Ну а тем временем в Нюрбинском районе инспектирует ход строительства спортивных объектов 9-х спортивных игр народов республики. Возглавляет рабочую группу первый заместитель министра спорта республики Гаврил Махначевский. Помимо объектов, рабочая группа рассматривает и объекты размещения спортсменов. Также будет проводиться расширенное заседание организационной комиссии игр. На сегодняшний день строительство идет полным ходом согласно установленным графикам. Мы все должны посмотреть, оценить на сегодня, насколько идут планово, насколько они выдерживают сроки проведения строительных работ. Ну и также будем еще отрабатывать по тому плану организационного комитета. Это ряд также вопросов по размещению, по питанию, по атрибутике игр. Ну и поэтому вопросов много, имеется в виду, которые мы должны на сегодня прорабатывать, встретиться с организационным комитетом района, муниципального Нюрбинского района. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Пятничное утро – отличный повод начать день с чего-то полезного, но без лишнего стресса. Сегодня делимся простым и доступным способом взбодриться. Это зарядка с бутылочками воды вместо гантелей. Никаких спецприспособлений, только то, что есть в каждом доме. Показываем безопасные упражнения и рассказываем, на что нужно обратить внимание, чтобы тренировка принесла только пользу. Доброе утро, Якутск! С вами я, тренер Мария Варламова. И с вами у нас сегодня упражнение с акцентом на руки. Берем бутылочки, либо у кого есть гантельки, берем гантельки. Ноги на ширине плеч, коленки чуть-чуть согнуты. И у нас подъем на бицепс. На выдохе поднимаем, на вдохе опускаем. Вдох через нос, выдох через рот. Локти стараемся полностью не выпрямлять. По 10 раз, по 2 подхода. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Во время отдыха бежим. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И второй подход. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Следующее у нас второе упражнение. Жим на трицепс, то есть на заднюю часть руки. Ноги на ширине плеч, коленки согнули, поясницу держим, спина прямая. Локти стараемся полностью не выпрямлять. Внизу вдох и наверху выдох. То же самое по 10 раз, 2 подхода. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Побежали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй подход. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Молодцы. Следующий у нас жим на плечи. Ноги на ширине плеч, коленки согнуты, локти в стороны. Наверху полностью не выпрямляем локти, касаемся бутылочками. Вдох и выдох. Начали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Побежали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй подход. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. После каждой тренировки обязательно делаем растяжку. Тянем за пальцы рук, растягиваем бицепс. Раз, 2, 3,
4, 5. Поменяли руку. Раз, два, три, 4, 5. Руки за голову тянем на трицепс. Раз, два, три, 4, 5. Поменяли. Раз, два, три, 4, 5. Руку взяли к себе и растягиваем плечи без рывков. Раз, два, три, 4, 5. Поменяли. Раз, два, три, 4, 5. Сделали глубокий вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. С вами была я, тренер Мария Варламова. Всем хорошего дня и пока-пока. Кажется, сегодня эмодзи понимают все без перевода. Одни заменяют ими слова, другие целые предложения. А можно ли с помощью нескольких маленьких картинок зашифровать любимый фильм, мультфильм или сериал? Предлагаем проверить. Смотрите сюжет, угадывайте вместе с героями нашего опроса и узнайте, как появились эмодзи и почему правильно говорить именно эмодзи, а не эмоджи. Нет, не надо слов. Это что? Фильмы? Фильмы. «Титаник»? Титаник. Титаник. Как его? Я не помню. Король Лев. Ой, не то, да? А, да. Король Лев. Ос, или как там его? Нет? А, Гарри Поттер. Гарри Поттер? Да, Гарри Поттер. Который теряется в измерениях? Ага. Ким Джонни Дэвид. Там Мэтью МакКонахи снимается, если вы знаете, Почему? кто это такой. Ну, я не знаю, что это Я не такое. знаю. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что такое, знаем, что такое, мы не знаем, что это такое. Так, это, наверное... Ну, таких фильмов много. С Мэтью МакКонахи. Главная роль. По именам у меня вообще печаль, беда. Базз Лайтер. Это фильм «Интерстеллар». Блондинка в законе. А, Прада. Ким Джонни Дэвид. Дьявол. Такие сумочки, одежда. Сумочки, одежда. Я не понимаю. Мэрил Стрип снимается. Я не знаю, кто она такая. «Дьявол носит Прада»? Да, все правильно. Это мультик. Динозавр. Нет, «Парк юрского периода» — это фильм. Так, не знаю, это кто? Там есть ковбой. Вуди его зовут. А, история игрушек. Я не знаю. Вы знаете, по-моему. История. История игрушек, да. Это мультик. История игрушков. «Банан, очки и сердце». «Банан, очки и сердце». Тоже недавно новая часть вышла. Миньоны. Да, меню. А, да? Я знаю. Чебурашка. Это тоже мультик. Банан с очками. Знаешь? Это тоже недавно вышла новая часть. Вы по-любому знаете. А, миньоны? Да, меню. Серьезно? Тоқта. Сериал Главин Дайнерис. Библиотеки Ата. Игра престолов. Это про что? Там драконы, битва за престол. Да, «Игра престолов»-то. А, все. Подождите, это что за фильм такой-то? Это сериал, да? Что за субстанция какая-то? Про учителя химии. Да. Там они вот... А, «Во все тяжкие»?
Всего несколько маленьких картинок, а в них целая история. Сегодня эмодзи помогают нам выразить эмоции, заменить слова и даже рассказать сюжет любимого фильма. Если еще каких-то 20 лет назад они казались забавным дополнением к сообщениям, то теперь стали настоящим языком общения, понятным людям по всему миру. Кстати, правильно говорить именно эмодзи, а не эмоджи. Это слово пришло к нам из японского языка и состоит из двух частей. Картинка и эмодзи – знак или символ. Первые эмодзи появились в Японии в 1999 году. Их создал дизайнер Сигатека Курита для мобильного интернет-сервиса. Набор состоял всего из 176 изображений размером 12 на 12 пикселей, а вдохновением для их создания стали манга, дорожные знаки и прогноз погоды. Настоящую мировую популярность эмодзи получили в 2010 году, когда их включили в международный стандарт Unicode. Благодаря этому одинаковые символы стали отображаться на смартфонах, компьютерах по всему миру. Сегодня существует уже более 3500 эмодзи, а их коллекция продолжает пополняться практически каждый год. Неудивительно, что у маленьких символов появился собственный праздник. Всемирный день эмодзи ежегодно отмечают 17 июля. Именно эта дата изображена на эмодзи календаря. За годы своего существования эмодзи стали не просто украшением сообщений, а частью современной культуры. Иногда одного смайлика достаточно, чтобы поднять настроение близкому человеку. И вот сегодня отличный повод сделать именно это. Ведь, как мы уже сказали, сегодня отмечается Всемирный день эмодзи. Праздник, который напоминает, как важно делиться эмоциями, даже если мы общаемся через гаджеты. На календаре 17 июля. В этот день отмечают День этнографа в России, День основания морской авиации ВМФ России и Всемирный день международного уголовного правосудия. По народному календарю в этот день русские люди поминают иконописца Андрея Рублева, которого православная церковь канонизировала в лике святых. Наливой преподобного Андрея на Руси прозвали за то, что к его именинам на полях наливались озимые культуры. Озимы в наливах дошли, замечали люди. Этот день в истории. В 1429 году в Реймском соборе состоялась коронация короля Франции Карла VII. В 1918 в Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. В 1942 началась Сталинградская битва. В 1955 в США открылся первый Диснейленд. В 1976 открылись 21-е летние Олимпийские игры в Монреале. Ну а в 2013 состоялась церемония закрытия 17-й Всемирной летней универсиады в Казани. В этот день родились. В 1796 году появился Камиль Кора, французский художник и гравер. В 1846 Николай Миклуха-Маклай, русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник. В 1891 Борис Лавренев, советский прозаик и драматург. В 1912 Дмитрий Иванов, русский журналист и культуролог, представитель русского зарубежья. В 1945 году Алексей Рыбников, советский и российский композитор, народный артист России. Именины сегодня отмечают Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Татьяна, Федор и Федот. Этнографы – это не просто ученые, а реконструкторы времени. Сегодня, 17 июля, свой профессиональный день отмечают люди, для которых поле – это не карта, а живой разговор. В День этнографа мы благодарим их за терпение, за умение слушать и за то, что они собирают нашу общую память по крупицам. Задача этнографа – изучить и описать культурные особенности разных групп людей, обычаи, традиции, языки, религию и другие аспекты жизни. Для этого он проводит полевые исследования, ведет включенное наблюдение, собирает данные и фиксирует детали. В старину при охоте на медведя его добывали в берлоге. И после того, как медведя уже добыли, его необходимо было вытащить из берлоги. Добыча происходила в основном в зимнее время, когда он находился в спячке. Да? И тот,
кто должен был влезть в эту берлогу, зачастую оказывался самым молодым человеком, который есть в этой группе охотников. Ну, таким образом проводили обряд инициации, обряд посвящения, скажем так. Этнограф не просто фиксирует факты, он изучает и сохраняет детали, которые через поколения могли бы стереться. В его руках старинные вещи становятся нитями, которые связывают нас с предками. Пока мы бережно храним эти вещи и передаем их истории, культура не застывает в прошлом, она звучит в песнях и отражается в наших обычаях. У нас есть один старинный календарь, который нам поступил в 1911 году из Восточно-Канкаласского улуса, Джабарского наслега. И там есть очень интересные графические пометки. И среди них Николин день обозначен тоже отдельным графическим знаком. И это говорит о том, что это хотя является церковным праздником, но якуты переняли ее на основе своего типа хозяйствования, скотоводческого хозяйства. И поэтому вот в этот Николин день они переезжают в Саилык, и когда переезжают в Саилык, они дома заготавливают заранее некоторые кумыс, некоторые сорот готовили, и также брали с собой масло сливочное, и женщины и дети шли именно к березе, именно не к березе, и вешали солома. Именно по наблюдениям и исследованиям этнографов у народа саха традиции не уходят в прошлое, они остаются частью сегодняшнего дня. Национальную одежду и сейчас можно увидеть не только на праздниках, но и в буднях, а традиционные блюда все чаще появляются на столах. Женский традиционный костюм XIX века, он значительно отличается от традиционного костюма раннего времени, 17-18, потому что появляется больше тканей, материи, и это позволяет уже конструировать более разную и другую модель. И поэтому вносится определенный период, вносятся изменения в костюме, но тем не менее сохраняются старинные элементы. Один из старинных сохранившихся и до сегодняшнего дня элементов женского костюма — это тогахта, или солярный диск на шапке, который прикрепляют шапки джабака. Солярный диск означает, что якуты, как известно, они поклоняются солнцу, и поэтому вот солярный знак, вид дискообразный, да, он более почитаемый среди населения. Этнография сегодня не про прошлое, а про то, что останется после нас. Культура не стоит на месте, она растет. Меняются формы, но суть остается. И пока есть те, кто это чувствует и передает дальше, традиции останутся вместе с нами. Диана Борисова, Семен Семенов, Якутск. Тем временем, пока у нас есть возможность отметить такие праздники, как День этнографа и День эмодзи, в Санкт-Петербурге прошел Исэх, главный праздник народа саха. Большую культурную программу с якутскими обрядами показал Нерюнгринский район. Встретить лето и получить благословение Алгыз пришли тысячи гостей. Это и наши земляки, и сами петербуржцы. Давайте и мы окунемся в атмосферу петербургского Исэха. Звуки хамуса, якутские песни, родная речь. В Самсоневском саду Санкт-Петербурга отметили Исэх, главный якутский праздник. В этом году его посвятили Году единства народов России, Году культуры в Якутии и поддержки раненых военнослужащих якутян. По традиции, праздник начался с древнего обряда благословления Алгыз с пожеланиями мира, благополучия и добрых начинаний. Мы с особой радостью встретили наших почетных гостей, военнослужащих из Якутии, которые проходят лечение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Эту обратную связь видно от наших бойцов СВО, которые здесь присутствуют, потому что это для них глоток свежего воздуха, это связь с нашей родиной, с нашей Якутией.
На Эсэхе представили культуру Якутии во всей красе, от ярмарки якутских мастеров до мастер-классов по народным ремеслам. Самые смелые могли попробовать свои силы в спортивных состязаниях. Завершился праздник общим хороводом «Асохой», древним танцем, в котором каждый становится частью большого круга жизни. В такие моменты особенно ощущается, где бы ни жили якутяне, Эсэх остается местом встречи земляков, бережного сохранения традиций и знакомства с культурой Якутии всех, кто приходит разделить этот праздник вместе. Айсана Барнашова, Виктор Олесов, Тамара Игнатьева. Тем временем лето за окном, погода нас продолжает радовать, и самое время, возможно, сменить горячий чай на что-то освежающее. В нашей постоянной рубрике мы покажем, как приготовить айс-матта-латте. Напиток, который бодрит не хуже кофе, но действует мягче. Знаете, как правильно взбить матчу, чтобы не было комочков, и какой вид молока лучше раскроет ее вкус? Попробуйте, будет и вкусно, и очень фотогенично. Всем доброе утро, меня зовут Надежда Тимофеева, и я сегодня хочу вам показать, как можно в домашних условиях приготовить айс-матча-латте. Нам нужен лед, нам нужны сливки не менее 20%, у меня с собой 20%. Также, конечно, нам нужен сам чай матча. Матча можем взбивать, как я ранее показывала в других сюжетах, бамбуковым венчиком, либо чтобы быстро сделать таким вот капучинатором. Они разного формата бывают. Если этого нету, вы можете просто блендером. Давайте начнем. Сначала завариваем сам чай матча. Для этого я буду заваривать бамбуковым венчиком. Сначала мы его промываем теплой водой, чтобы зубчики нашего венчика не ломались. Промываем, чтобы она согрелась, стала более гибкой. Берем порцию чая матча, это у нас 1 чайная ложка, либо же 2 бамбуковые ложки полные. Заливаем матчу водой теплой. И взбиваем до полного растворения, чтобы в матча не осталось комочков. Я взяла с собой церемониальную матчу. Они разных сортов бывают. Бывают стандарт, премиальные, церемониальные разных. Еще они отличаются местами произрастания. Самое популярное – это с Киото Удзи матча. Когда мы взбиваем, у матча появляется вот такая густая пенка. Чем выше сорт матча, чем она плотнее, больше, прям как будто вот молочная пенка, но зеленого цвета. На самом деле там только сама матча. Далее еще немножко добавляем воды. Сейчас мы берем сливки. Так, берем наш стакан со льдом, наливаем туда приготовленную нашу матча почти до полного, оставляем место для сливок и берем наши взбитые сливки сверху.
вот такой у нас напиток получается с теми же самыми полезными свойствами матча. Некоторым матча кажется терпкой, крепкой, да, для этого случая матча-латте будет с мягким вкусом молочным. Лето – самое время для ярких красок, творчества и хорошего настроения. В Якутске прошел необычный шляпный флешмоб, который объединил десятки горожан. Участники подготовили оригинальные образы, вдохновленные разными культурами, сказочными мотивами и собственной фантазией. Как родилась идея этого праздника и какие эмоции он подарил участникам и прохожим, расскажем в нашем сюжете. Яркие цвета, необычные образы и десятки самых разных шляп. В Якутске прошел шляпный флешмоб, объединивший людей разных возрастов и профессий. Идея праздника родилась совершенно неожиданно. В этом году я стала амбассадором форума «Серебряное долголетие», «Бриллиантовое долголетие», где у меня взяли интервью про шляпы. Я рассказала про шляпы, и это огромный интерес вызвал у женщин. Все захотели быть красивыми в шляпах, нарядно, в городе когда-нибудь летом пройтись. И я подумала, это хорошая идея для флешмоба. И в маленькой группе сделала объявление. 20 человек заинтересовалось, и пошло вот как снежный ком. И действительно, желающих оказалось гораздо больше, чем ожидал организатор. На праздник пришли около полусотни человек. Каждый участник подошел к своему образу творчески. Вот наверху шляпа у меня из петиц тетерева. Ага. И дополнение вот как цветы. И вот это кружева тоже с перьями. Вот так сделала, да. И модель тоже вот такой. И как цвета вот так шейный. И вот рукава. И вот сундучок, сумочка тоже как цвета из бересты сделана. Не обошлось и без путешествия по миру. Одни участницы примерили мексиканские образы, а другие выбрали азиатские мотивы. На праздник шляп, на дефиле в образе мексиканцев и мексиканок. И, надеюсь, мы порадовали горожан. И сами порадовались. И сами порадовались, да. Buenos días, amigos. Я сама очень творческий человек. Мы любим такие творческие конкурсы. И хочется поблагодарить тех, которые проводили это мероприятие. Это очень здорово, потому что развивается фантазия. Шляпный флешмоб стал настоящим семейным праздником. Его участниками стали даже самые юные горожане. Бабушка сделала такую шапку. Из картона шляпу. Вот придумала сама, да, вот шляпки, а с помирана вот розочки, вот тоже у нее тоже вот с помирана сделала. Хотели вот участвовать вот, на флешмоб, и вот я внучкам своим сделала. Организатор признается, не ожидала, что идея найдет такой отклик. Но, пожалуй, главная ценность этого праздника вовсе не в обычных нарядах, а в эмоциях, которые они подарили участникам и случайным прохожим. В группе 100 человек, но вот пришло 50 человек где-то. Да, я не ожидала, я думала, 20 человек подойдет, будет хорошо. Вот, но подошло очень много человек, поэтому я очень рада. И все такие креативные, всем это очень нравится. И возраст главное, там у нас есть дети с 3 лет, и бабушка там нас сидит, ждет 88 лет. Поэтому это, оказывается, праздник для всех. Ну, каждая сделала себе настроение, и городу сделали мы настроение, я считаю. Эмоциональное здоровье тоже очень важно. Иногда для хорошего настроения достаточно одной детали. И кажется, этим летом в Якутске ею стала обычная шляпа, которая сумела объединить десятки людей и подарить городу еще один яркий день. Коллеги, далее блок новостей.
Строительство мостового перехода через Лену в районе Якутска вышло на новый технологический уровень. В настоящее время строительство перешло в активную стадию непосредственно в русле. Как доложил глава Якутии президенту России, завершено устройство свайных фундаментов 8 опор моста, погружено 208 свай. На сегодняшний день кофердам номер 9 закреплен к промежуточной точке Т1 и готов к выводу в проектное положение. Завершаются дноуглубительные работы в месте установки кофердама. В ближайшие дни, в зависимости от погодных условий, он будет выводиться в проектное положение в русло. С начала этого года временную работу получили 612 несовершеннолетних, из них 574 подростка были трудоустроены в период с 1 июня по 15 июля. Трудоустройство подростков является одним из важных направлений госполитики в сфере занятости населения в рамках нацпроекта «Кадры», реализуемого по поручению президента страны. Юные жители республики работают в учреждениях образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, на предприятиях различных отраслей экономики и в муниципальных организациях. Подростки выполняют обязанности разнорабочих, делопроизводителей, помощников специалистов, участвуют в благоустройстве населенных пунктов, экологических и волонтерских проектах, а также приобретают первый опыт трудовой деятельности в сфере обслуживания. В селе Булгур Амгинского района проходит общественно-образовательный форум для глав поселений муниципальных служащих. В двухдневном образовательном интенсиве участники обменяются опытом развития управленческих компетенций и поиска новых решений для развития территорий. Также будут участвовать в проектных сессиях по совместной разработке идей для развития поселений, современным инструментам управления и в работе муниципала, делопроизводства, территориальный маркетинг и другое. В первый день для участников форума провели тренинг знакомства, насыщенная деловая программа. Представители местного самоуправления обменивались опытом, делились успешными практиками и вырабатывали пути решения самых разных проблемных вопросов для улучшения качества жизни в муниципалитетах. Будем погружаться в новые образовательные технологии в части изучения искусственного интеллекта, работы единой системы электронного документооборота, формирования основ стратегического планирования, ну и, конечно же, обмен лучшими практиками. И завтрашний день закончится проектной сессией, где выработают команды какие-то новые предложения для решения своих насущных жизненных проблем. Главной темой 11-го Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке, станет Дальний Восток, развитие во благо людей. Тема форума соотносится с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития макрорегиона до 30 года с прогнозом до 36-го, связанным с улучшением качества жизни людей в регионе. Подготовка документа ведется по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано по итогам ВЭФ прошлого года. По словам вице-премьера, полномоченного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, форум за годы проведения стал одним из ключевых инструментов социально-экономического развития макрорегиона. Ну а тем временем в Нюрбинском районе инспектируют ход строительства спортивных объектов 9-х спортивных игр народов республики. Возглавляет рабочую группу первый заместитель министра спорта республики Гаврил Махначевский. Помимо объектов, рабочая группа рассматривает и объекты размещения спортсменов. Также будет проводиться расширенное заседание организационной комиссии игр. На сегодняшний день строительство идет полным ходом согласно установленным графикам. Мы все должны посмотреть, оценить на сегодня, насколько идут планово, насколько они выдерживают сроки проведения строительных работ. Ну и также будем еще отрабатывать по тому плану организационного комитета. Это ряд также вопросов по размещению, по питанию, по атрибутике игр. Ну и поэтому вопросов много, имеется в виду, которые мы должны на сегодня прорабатывать, встретиться с организационным комитетом района, муниципального Нюрбинского района. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Мы продолжаем наш утренний эфир, и сейчас оставшаяся часть нашей программы будет посвящена музыке. Ведь именно музыка объединяет людей, помогает открывать новые имена и становится началом большого творческого пути. Движение «Газманов родники», которое реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, открывает талантливым исполнителям со всей страны новые возможности для творчества и развития. О том, как появился этот проект, чем он живет сегодня и
что ждет его участников, узнала наша коллега Екатерина Винокурова. Давайте посмотрим. Доброе утро. Я рада представить вам наших гостей. Это Елена Ульянова, генеральный продюсер движения «Газманов. Родники», и Родион Газманов, музыкант, поэт, общественный деятель, член жюри песенных конкурсов «Родники», «Родники. Дети». Доброе утро. Доброе утро. Гости. Елена, ну, за кадром вы сказали, что объездили практически весь Дальний Восток. Наконец доехали до Якутии. Расскажите, какие цели, какие планы здесь, в нашей столице? Да, после Благовещенска, Хабаровска, Владивостока мы прилетели в Якутию. И здесь впервые и я, и Родион, и наша команда, конечно. У нас очень интересная программа. Родники ищут сегодня по всей стране, по Дальнему Востоку конкретно, тех ребят, которые смогут принять участие в нашем финальном концерте «Родники. Дальний Восток». Само движение «Газманов. Родники», оно предполагает как раз поиск музыкантов, композиторов, исполнителей. И наш вдохновитель Олег Михайлович Газманов, собственно говоря, нас благословил, и мы на Дальнем Востоке. И я хочу сказать, что впервые мы с вашим городом познакомились через ребят, которые принимали участие в прошлом году в «Родниках» прошлого сезона под управлением Татьяны Чаранской. Да, театр эстрады. Был потрясающий номер, потрясающие голоса. Так что мы немножко с песенным творчеством Якутии знакомы. Ну вот вы упомянули имя Олега Газманова. Вообще, вот зачем это нужно, для чего это нужно Олегу Михайловичу? Вопрос, наверное, Родиону. Вопрос, в первую очередь, конечно, к Олегу Михайловичу, да, но я постараюсь ответить. Ну, его поскольку нет здесь. Проект движения «Родники» изначально родился как просто музыкальный конкурс, да, песенный. Целью изначально было продвижение российской музыки. Песни, которые пишутся здесь, песни, которые не подражают западной музыке, песни, которые несут культурный код народности, которые населяют огромную нашу страну. Со временем, когда мы провели первый конкурс, мы поняли, что мы в этот конкурс просто в этот формат не помещаемся. Тогда были разделены родники взрослые и дети, и дальше пошли дополнительные проекты, как, например, «Родники Лэб». Это дополнительные творческие лаборатории, да, где пишутся песни вместе в коллаборациях, где рождаются дуэты, где исполнители находят своих композиторов и наоборот. То есть вот такая маленькая модель большого шоу-бизнеса. С нами работают уже артисты, мы берем артистов как лейбл уже, как дистрибьюция. Мы работаем, мы делаем огромные концерты. И тех ребят, которые у нас выходят в финалы, артистов, которые были уже в «Родниках», мы берем с собой. Мы с ними уже начинаем вместе выступать. То есть это огромная экосистема, это огромный проект, который растет с каждым днем все больше и больше. Но на сегодня сколько людей причастно к движению? Я боюсь спросить, наверное, это достаточно такая масштабная, большая команда. У нас на сайте родники.сайт открыто более 35 тысяч только личных кабинетов. Это ребята, которые присылают музыку, которые хотят быть услышанными, которые присылают музыку в том числе и на радио «Родники». Ну а если посмотреть по заявкам вот за эти годы, то их тоже было более уже 30 тысяч. Ну а все сообщество, если там брать наши соцсети, то это, конечно, более 100 тысяч человек. И это здорово, потому что вовлекаются не просто музыканты, да, а сочувствующие и понимающие музыку. И здорово, что Дальний Восток на самом деле для нас оказался таким пока белым пятном, потому что не так много было участников именно с этих регионов, но сейчас, когда мы проехали уже большую часть Дальнего Востока и посмотрели, какие таланты вообще здесь просто жемчужины, бриллианты хранятся, конечно, мы их должны вывести, и о них должны услышать, их должны увидеть. Но нам известно, что 3 сезона песенный конкурс «Родники» проходил в онлайн-режиме, да? Почему сегодня появилась идея отборочных туров именно очно, и почему начали именно с Дальнего Востока? Если позволите, вас немножко поправлю. Онлайн собирались заявки. Да? Дальше проходит, когда уже заявки отобраны, проходит заседание большого жюри, где мы слушаем некоторые уже из песен, которые отобраны, и
И дальше происходит финальный концерт, он уже оффлайн, он уже собирает людей очно. А здесь так получилось, что Дальний Восток, как вот Елена сказала, он был для нас большим белым пятном, у нас очень мало заявок приходило именно отсюда. Я предполагаю, почему. В принципе, конкурсы, которые проходят, там, допустим, в Москве, в Питере, очень мало людей туда едут с Дальнего Востока, потому что эти конкурсы мало того, что часто платные, плюс еще нужно оплачивать дорогу, а это, извините, все-таки не копейки. Очень затратно. Мы участников привозим сами. Скажите, что ожидает тех жителей, участников, которые пройдут финал здесь, вот в Якутии? Вместе с нами 19 числа отправляется в Биробиджан, там, где пройдет финал «Родники Дальний Восток», где уже будет Олег Михайлович Газманов, где будет наше большое жюри. И победитель, получивший гран-при, отправляется на большие родники, которые пройдут в Калининграде в этом году, 9 декабря, в День Героя Отечества. Угу. Это какое-то определенное число участников, которых вы с собой берете? Или у нас пойдет? квота на Квота, один да. город, 4 человека или команды, да, то есть 2 взрослых и 2 детей. Вот. От города к городу эта цифра чуть-чуть меняется, потому что где-то бывают покрепче исполнители, где-то бывают чуть-чуть ну, скажем так, в начале своего творческого пути. А так как планка исполнителей уже задана такая очень высокая, вот, то нам, конечно, приходится выбирать. Но бывает, когда ты приходишь, вот думаешь, вот там половина выступила, ты думаешь, вот этот, вроде все сложилось. А потом прямо один за другим начинают выступать все лучше, и ты вообще не понимаешь, где будет этот потолок. И каждый раз список финалистов меняется. Поэтому это непредсказуемо, это очень интересно. Вот. И это очень сложно, потому что, еще раз, кого-то приходится не выбирать, кто-то остается в городе своем, вот, кто-то не едет на финал. И это, наверное, как-то грустно не только для участника, но и для нас тоже. Нам всех хочется взять. И еще я хочу сказать, что Республика Саха-Якутия в этом году, когда мы слышим песни на национальном языке в год единства народов России, это очень знаково и очень волнующе. Поэтому здесь мы получаем и наслаждаемся как раз еще и вашим пением уже на национальных языках. Нашей культурой. Да, вашей культурой. А расскажите, как меняются люди, попавшие в движение Газманов родники, как вообще меняется их жизнь? Ну, скажем так, у них становится больше концертов. Для артиста это самое главное. Вот, знаете, 3 главных слова, которые хочет услышать артист. Нам подтвердили концерт. Вот. Они с нами начинают ездить. Вот сейчас, например, один из финалистов первых родников, Кирилл Теплов, встает на крыло, что называется, в нашей компании. Мы, когда ездим по городам сейчас, мы делаем концерты. И он также с нами вместе выступает, периодически получает советы от коллег. И я уже сейчас вижу, что с каждым городом он прямо раскрывается все лучше и больше. Какие бы были ваши пожелания потенциальным участникам, ну, в нашей республике, да, наверное, в частности? Найти удовольствие на сцене. Самое главное для любого конкурсанта – это выйти на сцену, испытывая не ужас от того, что «ой, у меня сейчас что-то не получится», а испытывая кайф от самого себя. Потому что если ты переживаешь, зритель это чувствует. И второй момент – это то, что песня, она не только поется, но еще и рассказывается. И главная задача песни – это не достать вот ту самую ноту где-то вот далеко наверху. Самая главная задача песни – это рассказать историю, заставить человека переживать. Огромное спасибо. И еще мы хотели вместе сказать «Эте Сарсраданан», Якутия. Отлично. Доброе утро, всем прекрасного дня. Спасибо, гостеприимная Якутия, за то, что нас приняли сейчас. И мы проводим здесь замечательное время в нашем дальневосточном туре. Таким было утро пятницы. Мы не прощаемся. Говорим вам до новых встреч в понедельник в 7:00. Мы ждем вас на телеканале Якутия-24 НДК Саха. Ну а завершаем наш утренний эфир мы, конечно, музыкальной паузой.
leave your side, my love. Standing right beside you is enough. Count on me if you feel any pain. Count me around here again. You can count on me, and I can count on you. You show up like I show up, and I keep showing up for you. So take my hand, don't be afraid, it's too shall pass, and we'll get through it all together, through it all together. Swear you're safe, it's too shall pass, it's too shall pass. We'll get through it all together, through it all together. Let's love, let's love, let's love, let's love, let's love. We'll get through it all together, through it all together. I will never leave your side, my love. Standing right beside you is enough. You can count on me, and I can count on you. You show up for me, I show up for you, and I keep showing up for you. So take my hand, don't be afraid, this too shall pass, and we'll get through it all together,